أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рибадат, поклонение. Каждому мусульманину после того, как он уверовал в Аллаха, истинно уверовал, то есть принял своим сердцем и возвестил об этом языком, или же наоборот, возвещая языком, что нету никакого божества, существа, вещи, идеи, достойного поклонения, кроме Аллаха, ля иляха илляллах, что Мухаммад его достойный пророк и посланник, и он такой же раб, Мухаммад Расулуллах, человек должен начать совершать поклонение. Мы уверовали в ангелов. После того, как уверовали в Аллаха, уверовали в ангелов, в книги, во всех пророков, которые ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, судный день, о котором они возвещали. Также уверуем, что все предопределено, предписано Аллахом, и все хорошее, то есть и счастливая судьба, и несчастная судьба, все это от Аллаха, мы воспринимаем всем телом и душой, и не вправе отказаться от этого, потому что мы те рабы Аллаха, мы те творения, которые Аллах Субхану ва Тааля создал, сотворил и сделал так, чтобы мы поклонялись Ему. Мы приняли, что и воскреснем после нашей смерти из могил, и предстанем перед Аллахом, и будем отвечать за все свои деяния. Отвечать за свои деяния. То есть, после того, как уверовали, произнесли языком «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» и укрепили это в сердце, мы переходим во вторую стадию. То есть, то, к чему нас призывает Аллах. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Вама халактуль джинна валь инс илля лиябудун». Я не создал людей и джиннов просто так, а создал для того, чтобы они мне поклонялись. Что такое поклонение? Поклонение бывает двух видов. Первое – поклонение сердцем. Второе – поклонение сердцем и телом. Поклонение сердцем очень опасно, потому что некоторые говорят, что мы признаем в сердце, и как бы мы поклоняемся в сердце, а думаем, что телом не надо поклоняться, что совершать какие-то намазы или какие-то действия, которые там предлагают мусульмане, это ни к чему. Самое главное – уверовать сердцем, говорят они. Нет, ни в коем случае. Если человек призывает к этому, то он, значит, отступает от повеления Аллаха и уходит с пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он, значит, вроде бы принимает Коран, но сунну не воспринимает. И даже не принимает те повеления, которые определены в Коране, которые, будучи фарзом, обязательные, будучи ваджибом, обязательные. И также не принимает и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы же знаем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вплоть до своей смерти никогда не оставлял даже добровольных нафиль намазов. Не то, что он постоянно читал перед фарз-намазами те сунны, или после фарз-намазов те сунны, которые называются сунна муаккада, приближенные к ваджибу. Но даже и такие добровольные молитвы, как и спрашивание каких-то благ, или и спрашивание дождя, и спрашивание такого типа, как истихара, нафиль намазы. То есть он никогда не оставлял. И никогда не оставлял тахаджуд намаз. Мухаммад, саллаллаху, достигший высших ступеней, тот, который общался с Аллахом на расстоянии двух луков, каусайни, или же в некоторых вариантах на расстоянии полета двух стрел. Тот человек, которому Аллах Субхану ва Тааля сказал: ты уже вошел в рай, ты тот, который первым войдешь в рай в судный день, он никогда не оставлял ни одного вида поклонения. То, что некоторые говорят, что достаточно уверовать в Аллаха и сердцем воспринять,
и больше ничего делать не надо, они ошибаются, они называются ахлю бид'а. Они внесли какое-то нововведение, новшество в религию, потому что Аллах Субхану ва Тааля всегда, мы видим, как Он повторяет: «Ман юти'иллах факад ата Аллах». Кто подчинился пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, он подчинился Аллаху. И «Валякум фи расулиллахи усватун хасанатун». В нем, в вашем пророке, очень хороший пример. И следуйте за ним. Следуйте за своим пророком. И Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал: те будут на правильном пути, которые будут на пути Корана, тоже, то есть держаться за Коран и за мою сунну, и на том пути, на котором я, и мои праведные халифы, и мои сподвижники, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи, то есть сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первый вид мы сказали, что это поклонение сердцем, которое, если говорит человек и не воспринимает все остальные действия телом, то получается как бы бид'ат, поклонение бид'ат. И второе, поклонение телом в том виде, в котором это оговорено в Коране и в которое мы видим в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Но и здесь мы не имеем права добавлять что-то от себя, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что айбадат – это то, что мы показываем себя Аллаху рабами Его. Мы признаем, что Он наш Творец, Он наш Господин, Он наш Воспитатель. «Фасаллю кама раайтумуни». Читайте свои молитвы так же, как вы видите, как я читаю, говорил он своим сахабам. После этого сахабы передали эти виды поклонения, намазы, закат и хадж, ничего не меняя, передали это табиринам и атбаут табиринам. После этого Мухаммад, саллаллаху, говорит, что «Аль-уляма ураса'уль анбия», ученые в исламе, те люди, которые последовали путем табиринов, сахабов и моим путем, то есть они услышали это от табиринов или от баут табиринов, которые им передали сахабы и те сахабы, которые учились у меня, и если такие ученые появятся, то они продолжатели моей сунны, праведной сунны. И мы знаем, что виды поклонения, правильное поклонение – это у ахль сунна валь джамаат, то есть тот путь, по которому идут 4 масхаба, 4 правовых школы, которые сегодня мы видим в исламе и на основании которых построен шариат, построены законы ислама. Все виды поклонения, по которым следуем, исходя из 4 масхабов, все они воспринимаются как путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, путь сахабов, табиринов, атбаут табиринов и всех ученых. Дальше этого мы говорим, что другие уже с нововведениями, с новшествами. Некоторые говорят, что я могу взять просто аят Корана, найти несколько хадисов и начать поклоняться. Да, возможно и так поклоняться. Но нельзя забывать, что то, что понимал Мухаммад, саллаллаху, и объяснял это сахабам, и то, что поняли сахабы и объяснили это табиринам, и те, в свою очередь, атбаут табирин, и те, в свою очередь, объясняли ученым, и ученые передавали друг другу на протяжении 15 веков. И вдруг мы, простые люди, которые даже правильно не можем выговаривать еще и буквы Корана, которые еще несколько недель тому назад, или месяцев, или год тому назад, или несколько лет тому назад валялись в грязи неверия, невежества и нечестия, и вдруг чуть-чуть еще встаем, приближаемся к исламу, мы не сможем понять так эти аяты и хадисы, как понимали сахабы, табирин, атбаут табирин и все ученые. Поклонение. Поклонение основывается на 4 масхабах.
на решении 4 мазхабов и дальше на решениях этих ученых внутри мазхабов. Все они правильные. Стоит тебе выбрать как человеку, как мукалляфу, одну из школ, ты на правильном пути, ты не заблудился, ты вошел в группу спасенных, фирка и наджия. Мы сказали мукалляф. Что же это такое? Кто же это такой мукалляф? Мукалляф – человек, который достиг совершеннолетия, разумный и которому вменяется в обязанность поклонения Аллаху. То есть мукалляф – это тот человек, который, достигая совершеннолетия и будучи в своем разуме, и будучи свободным, которому вменяется обязанность поклонения Аллаху. Мукалляф должен знать, прежде чем начать поклоняться Аллаху, аф'алюль мукаллифин, то есть те действия, которые вменены этому мукалляфу, этому человеку, достигшему совершеннолетия, будучи в чистом разуме и свободным, ему вменяется действие аф'алюль мукаллафин. То есть он сначала должен изучить вот эти действия. Они бывают, например, первые из них это фарз, то есть, которое объяснено в Коране, четко подтверждено аятом Корана, и человек, которому вменяется совершить это. Если человек по тем или иным причинам не может совершать, зная, что нужно совершать, то он становится большим грешником. Если же человек отрицает фарз, то он выходит из лона ислама. Фарз подразделяется на 2 фарза. Первый – это фарзуль айн и фарзуль кифая. Фарзуль айн – это то, что должен совершать каждый мукалляф, каждый разумный, достигший совершеннолетия, свободный человек. Это 5-кратное чтение намаза, если он состоятельный, выплаты закята, если он состоятельный, у него есть возможность совершить хадж, совершение хаджа. Фарзуль кифая. Фарзуль кифая, если одна группа мусульман из общины выполнит это действие, то со всех остальных этот фарз снимается. Например, чтение джаназа намаза. Чтение джаназа намаза за упокойной молитвой. Если какая-нибудь группа мусульман прочтет эту молитву над усопшим, то со всех остальных снимается. Но если никто не прочтет эту молитву над усопшим, то обязанность остается на всех, превращается в фарзуль айн. До тех пор, пока какая-нибудь группа не прочтет, не совершит этот фарзуль айн. То же самое, например, призывать к исламу. Есть ли ученые или те, которым вменено в обязанность, имамы или проповедники, которым вменено в обязанность, чтобы призывать людей к исламу, если кто-нибудь из них, если они призывают людей и обучают людей исламу, то со всех остальных мусульман это снимается. Но если нету таких людей, не имеется таких людей, то обязанность становится на всех мусульманах и превращается в фарзуль айн. Второе – ваджиб. Ваджиб тоже обязательное действие мукалляфа, но ваджиб в Коране так сильно, как фарз, не подчеркнуто аятом Корана. Но Мухаммад ﷺ своими словами подтвердил обязанность того или иного действия. Это, например, ваджиб резать курбан, если есть состояние. Это совершать праздничные намазы и так далее. Сунна. Сунна пророка, то, что пророк Мухаммад ﷺ совершал. Сунна бывает муаккад и гайр муаккад. Например, что такое сунна муаккад? Чтение добровольных намазов, как называется.
сунна намазов перед фарзами. 2 раката перед утренним фарзом, 4 раката перед или полуденным и 2 раката после. То же самое после ахшам, вечерней молитвы, 2 раката сунна. Или же 2 раката сунна после ночного иша намаза. Это все сунна муаккада. Но если гайр муаккада, такое как 4 сунны перед аср, после полуденным намазом икинди, или же перед 4 раката намаза перед аиша ясту намаз. То есть нужно точно знать человеку, изучить эти вопросы, даже сунну, что бывает сунна муаккада и гайр муаккада, потому что иногда люди начинают спорить по тем или иным вопросам, не понимая, что сунна бывает нескольких видов. Мустахаб – это действие, которое должен знать мукаллаф, разумный, достигший совершеннолетия, свободный человек. Мустахаб – это то деяние, которое человек совершает от любви к Аллаху, от любви к этому виду поклонения. Если он совершит, то он получает саваб. Если он не совершит, то никакого греха не будет. В отличие от сунны, если, например, человек совершает сунну, он приближается к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи. Есть аят. «Куль ин кунтум тухиббун Аллах, фаттаби'уни». Если хотите, чтобы Аллах вас полюбил, скажи, о Мухаммад, следуйте за мной, то есть по сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, и полюбит вас Аллах, и стерет с вас все ваши грехи, и возвысит вас. То есть Аллах Субхану ва Тааля прямиком говорит, что нужно исполнять сунну. Но если человек отказывается от сунны, говоря, что не надо совершать эту сунну, то в это время Аллах Субхану ва Тааля огорчится в судный день, а Мухаммад саллиллаху алейхи откажется ходатайствовать о нем, чтобы ввести его в рай, и скажет, это не из моей уммы. А мустахаб не так. Мустахаб, если ты выполнишь, то тебе будет вознаграждение, то есть ты озаришься божественным светом, который нужно будет для пересечения сирата, для пересечения моста над адом, для того, чтобы попасть в рай. Но если не выполнишь, то ничего страшного нету. Есть мубах, то есть это те деяния, от выполнения которых ни вознаграждения не будет, и от невыполнения ни греха не будет. Это такие виды, как досыта поесть халяльную пищу, поспать, сесть, ходить. Это мубах. Харам, то есть запрещенное. Тот человек, который запрещенное возгласит, что это разрешено халяль, этот человек выходит из лона ислама. Если человек по каким-то причинам, неуважительным причинам, будет употреблять харам или ходить по пути харама, то он становится большим грешником. Это убийство человека, убийство любого живого существа, распитие спиртных, употребление наркотика и тому подобное, прелюбодеяние, воровство, грабеж, разбой и много-много других видов, которые относятся к хараму. Макрух. Если человек совершает макрух, то ему записывается небольшой грех. Если человек постоянно совершает этот макрух, то это превращается в грех. Как сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи, что гора, так же как и гора, не состоит из единого цельного камня, а собран из мелких камешков или камней, то же самое большой грех собирается из-за макрухов, из-за того, что ты совершаешь небольшие действия, как те, которые не приветствуются Всевышним и от которых отворачивается Мухаммад, саллиллаху алейхи. Мустакрах. Мустакрах – это то, что ты совершаешь неприличные действия. Громко зевать, громко рыгать, кушать
при ходьбе или находясь на базаре. То есть типа вот этих действий. Только изучив эти аф'алюль мукаллифин, мы можем приступить к поклонению. То есть сначала мы должны изучить виды поклонения. Сначала мы должны изучить, какие бывают виды поклонения, какие бывают аф'алюль мукаллифин, кто такой мукалляф, и какие действия мукалляфа должны быть. И после этого мы начинаем совершать поклонение. Потому что поклонение в невежественном виде, если человек в безграмотном виде, не понимая, начинает поклоняться и может совершить некоторые ошибки, и вместо вознаграждения он может получить порицание от Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.